светлей. От улыбки в небе радуга проснется. Поделись улыбкой своей, и она к тебе не раз еще вернется. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запилит на скрипке. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. Улыбка, солнышко кусочек, как лучик освещает все, теплом своим согреет душу и в сердце постучит твое. Добрый день, дорогие мои! Здравствуйте! Как настроение? Отлично! Подарите друг другу свои улыбки, подарите и мне свои улыбки. К нам на урок пришли гости. Поздоровайтесь с нашими уважаемыми гостями. Здравствуйте! Ребята, улыбка располагает к приятному общению. Пусть сегодняшний наш урок будет таким же добрым и теплым, как наше настроение. Садитесь. Сейчас, ребята, у нас урок литературного чтения. Будем работать в группах. Кто мне скажет правила работы в группах? Радмила, скажи, пожалуйста. При работе в группах нужно уважать мнение своего товарища. Ясмина. Не кричать, не перебивать, говорить вежливо. Галина. Быть активным, уметь слушать других. Насир. Не смеяться над чужими ошибками и помнить, что каждый может оказаться в таком же положении. Молодцы, ребята. А теперь, ребята, все смотрим на экран. Что написано на экране? Чуткому сердце откроются тайны. Как вы понимаете значение этих слов? Кто скажет? Милана, скажи, пожалуйста. Это значит, что человек с чутким сердцем может грустить и радоваться. Молодец. А как эти слова могут относиться к нашему уроку? Фазил, скажи. Мы будем читать произведения о доброте, о тайне. А какой тип урока у нас будет сегодня? Джамал. Мы думаем достойно, значит урок открытия новых знаний. Молодцы. А нам нужен предмет литературное чтение? Ведь мы же умеем читать. Скажи, Сабина. Нам нужен урок литературного чтения, потому что на уроках мы учимся рассуждать, анализировать, понимать мысль автора. А кто еще дополнит? Ясмин, пожалуйста. Знакомимся с произведениями великих писателей, таких как Пушкин, Лермонтов, Крылов, Толстой. Молодцы. А сейчас мы, ребята, пройденную тему повторим. Кто мне скажет, о чем мы говорили на прошлом уроке? Кадыров. На прошлом уроке мы говорили о произведении Льва Николаевича Толстого-Пужок. Молодцы. Сейчас мы, ребята, поработаем над тестами. Перед вами лежат тесты. Пожалуйста, возьмите тесты, возьмите ручки. Там у вас 10 вопросов. И выберите нужные варианты. Все закончили, ребята? Да. Значит, у нас 4-я группа закончили, 3-я группа, 2-я группа и 1-я группа. Давайте мы сделаем так. Сейчас у нас будет взаимопроверка. Пожалуйста, передайте ваши работы. 1-я группа 2-й группе, 3-я группа 4-й группе. И проверьте, правильно ли они написали. Все, 4-я группа уже закончили. 2-я группа, 1-я группа и 3-я группа. Молодцы. Я у вас заберу эти тесты.
И дома проверю и выставлю вам оценку. Хорошо, ребята, договорились? Да. На следующем уроке я вам обязательно скажу ваши оценки. Ребята, мы сегодня продолжим знакомство с произведениями Льва Николаевича Толстого. А вот с каким произведением именно мы познакомимся, вы узнаете, отгадав загадки. Все готовы? Да. Кто скажет отгадку? Я лучший сторож дома. Из детства всем знакомо. Кто это? Собачка. Правильно, дети. Вот у нас собачка. Вот у нас какая красивая собачка. А у кого дома есть собачки? Нет. У Галины есть, у Вадима. Вы любите своих собачек? Да. А кто может рассказать нам о своей собачке? Насир, выходи, пожалуйста. Давайте все внимательно слушаем. У меня живет собачка. Она белого цвета и светло-коричневого. У нее зубки белые, как снежинки. Она слушается командами и дает лапу. Она очень умная и смелая. Молодец, Насир. Садись. А теперь, ребята, у нас вторая загадка. Царственной гривой, с гордой походкой смотрит свои он владения зорко. Только попробуйте встать на пути. С царской особой ты не шути. Кто это? Лев! Ребята, а кто прочитал о льве? Или кто видел льва? Кто, может быть, был в зоопарке? Кто может о нем что-нибудь нам рассказать? Скажи, пожалуйста. Он огромный, и у него пышная грива, и у него большая грива. Молодец. Еще кто скажет? Скажи, Лахмедия. Лев очень сильное животное, его все боятся. Львы живут в жарких странах, они питаются мясом. А теперь скажите, вы догадались, о ком мы будем сегодня читать? Да. Да. О ком же мы будем читать? О льве и собачке. Ребята, Лев Николаевич Толстой написал очень много рассказов. Вот некоторые из этих книг. Вот, например, рассказы и сказки. Вот у нас Лев Николаевич Толстой «Лев и собачка». Вот рассказ, который мы сейчас будем читать. Дальше у нас «Три калача и одна баранка». Все они находятся в нашей школьной библиотеке. Вы можете взять их и почитать. Хорошо? А теперь, ребята, все открыли учебники. Давайте еще раз прочитаем название темы «Лев и собачка». А что под ним написано? Быль. А что такое быль? Кто скажет? Это то, что было Было, но это было раньше. Даже вот быль – это то, что было в прошлом, рассказ о действительном происшествии. Ребята, Лев Николаевич Толстой никогда не был в Англии и никогда не был в Лондоне. Возможно, эту историю Льву Николаевичу Толстому рассказал кто-то из моряков, кто побывал в лондонском порту. И Лев Николаевич Толстой не остался равнодушен к этой истории и написал рассказ «Лев и собачка». В Лондоне показывали диких зверей и за смотрение брали деньгами или собаками и кошками на корм диким зверям. Одному человеку захотелось поглядеть зверей. Он ухватил на улице собачонку и принес ее в зверинец. Его пустили посмотреть, а собачонку взяли и бросили в клетку ко льву на съеденье. Собачка поджала хвост и прижалась в угол клетки. Лев подошел к ней и понюхал ее. Собачка легла на спину, подняла лапки и стала махать хвостиком. Лев тронул ее лапой и перевернул. Собачка вскочила и встала перед львом на задние лапки. Лев смотрел на собачку, поворачивал голову со стороны в сторону и не трогал ее. Когда хозяин бросил льву мясо, лев оторвал кусок и оставил собачке. Вечером, когда лев лег спать, собачка легла подле него и положила свою голову ему на лапу. С тех пор собачка жила в одной клетке со львом.
Лев не трогал ее, ел корм, спал с ней вместе, а иногда играл с ней. Один раз барин пришел в зверинец и узнал свою собачку. Он сказал, что собачка его собственная, и попросил хозяина зверинца отдать ему. Хозяин хотел отдать, но как только стали звать собачку, чтобы взять ее из клетки, лев ощетинился и зарычал. Так прожили лев и собачка целый год в одной клетке. Через год собачка заболела и издохла. Лев перестал есть, а все нюхал, лизал собачку и трогал ее лапой. Когда он понял, что она умерла, он вдруг вспрыгнул, ощетинился, стал хлестать себя хвостом по бокам, бросился на стену клетки и стал грызть засовы и пол. Целый день он бился, метался в клетке и ревел, потом лег подле мертвой собачки и затих. Хозяин хотел унести мертвую собачку, но лев никого не подпускал к ней. Хозяин думал, что лев забудет свое горе, если ему дать другую собачку, и пустил к нему в клетку живую собачку. Но лев тотчас разорвал ее на куски. Потом он обнял своими лапами мертвую собачку и так лежал 5 дней. На 6-й день лев умер. Сейчас я вам прочитаю этот рассказ, а вы внимательно послушайте. Хорошо? Но это мы сделаем в виде инсценировки. Слушаем, ребята, все внимательно. Лев и собачка. В Лондоне показывали диких зверей. Из-за смотрения брали деньгами или кошками и собачками на корм диким зверям. Одному человеку захотелось поглядеть зверей. Он взял на улицу собачонку и принес в зверинец. Его пустили смотреть, а собачонку бросили на корм в клетку ко льву. Собачонка поджала хвост и прижалась в угол клетки. Лев подошел к ней и понюхал ее. Собачка легла на спину, подняла лапки и стала махать хвостиком. Лев подошел к ней и перевернул ее. Собачка встала перед львом на задние лапки. Лев посмотрел на нее, посмотрел со стороны на сторону и отвернулся. Когда хозяин бросил льву мясо бросил, лев оторвал кусочек и оставил собачке. Вечером, когда лев лег спать, собачка подошла к льву, легла возле него и положила свою голову ему на лапу. С тех пор собачка и лев жили в одной клетке. Лев не трогал ее. Они вместе играли, ели корм и спали вместе. Один раз барин пришел в зверинец и сказал, что собачка его собственная, и попросил хозяина зверинца отдать собачку. Но как только хотели взять собачку, лев ощетинился и зарычал. Так прожили лев и собачка в клетке целый год. Через год собачка заболела и издохла. Лев перестал есть, а все нюхал и лизал собачку. А когда он понял, что она умерла, он вдруг вспрыгнул, ощетинился, стал грызть засовы и пол, а потом
лег возле мертвой собачки и затих. Хозяин хотел унести мертвую собачку, но лев никого не подпускал к ней. Хозяин думал, что лев забудет свое горе, если туда впустить живую собачку. И пустил в клетку живую собачку. Но лев тотчас разорвал на куски, а потом он обнял своими лапами мертвую собачку и так пролежал 5 дней. На 6-й день лев умер. Правда, ребята, трогательный рассказ? Да. Вот где настоящая дружба и вот где настоящая доброта. Мы все должны делать что-то доброе, хоть что-то маленькое, но такое, чтобы другому было приятно. Доброта – это то, что может услышать глухой и увидеть слепой. Сейчас вы будете читать текст, но прежде чем вы будете читать, мы немножко отдохнем. И, конечно же, наша физминутка будет про дружбу. Мы друзья. Друг без друга мы скучаем, вместе с радостью играем, и нам ссориться не нужно, ведь всего сильнее дружба! А теперь, ребята, вы будете читать, а все внимательно слушайте остальные. Нужно читать выразительно, правильно поставить ударение и громко. Лев и собачка. Были. В Лондоне показывали диких зверей и за смотрение брали деньгами или собаками и кошками на ком диким зверям. Хватит, хамче. Одному человеку захотелось поглядеть зверей. Он ухватил на улице собачонка и принес ее в зверинец. Хватит, Ясмин. Его пустили смотреть, а собачонку взяли и бросили в клетку ко льву на съедение. Собачка поджала хвост и прижалась в угол клетки. Лев подошел к ней и понюхал ее. Кадыров. Собачка легла на спину, подняла лапки и стала махать хвостиком. Лев тронул ее лапой и перевернул. Собачка вскочила и стала перед львом на задние лапы. Лев тронул ее лапой и перевернул. Собачка вскочила и стала перед львом на задние лапки. Лев смотрел на собачку, поворачивал голову со стороны на сторону и не трогал ее. Когда хозяин бросил льву мясо, лев оторвал кусок и оставил собачке. Сабина. Вечером, когда лев лег спать, собачка легла подле него и положила свою голову на лапу. С тех пор собачка жила в одной клетке со львом. Лев не трогал ее, ел корм, спал с ней вместе, а иногда играл с ней. Один раз барин пришел в зверинец и узнал свою собачку. Он сказал, что собачка его собственная, и попросил хозяина зверинца отдать ему. Джамал. Хозяин хотел отдать, но как только стали звать собачку, чтобы взять ее из клетки, лев ощетинился и зарычал. Насир. Так прожили лев и собачка целый год в одной клетке. Через год собачка заболела и сдохла. Лев перестал есть, а все нюхал, лизал собачку и трогал ее. Так, когда он понял, что она умерла, он вдруг спрыгнул, ощетинился и стал хлестать себя хвостом. По бокам бросился на стену клетки и стал грызть засовы и пол. Милана. Целый день он бился, метался по клетке и ревел. Потом лег подле мертвой собачки и затих.
Хозяин хотел унести мертвую собачку, но лев никого не подпускал к ней. Хозяин думал, что лев забудет свои горы, если ему дать другую собачку, и впустили ему в клетку живую собачку. Но лев тотчас разорвал ее на куски. Хватит, Галина. Потом он обнял своими лапами мертвую собачку и так лежал 5 дней. На 6-й день лев умер. Хватит, ребята. Там в тексте встречаются трудные слова. Мы сейчас ознакомимся со словарем. Лондон, столица Великобритании. Подле него, возле, рядом. Парень, богатый человек. Засовывает дверная задвижка. И сдохла, умерла. Метался в клетке, ходил туда-сюда. Затем успокоился. Пожалуйста, теперь вытащите свои словари и запишите эти слова в словарь. А сейчас, ребята, поработаем над содержанием текста. Скажите, пожалуйста, заголовок текста отражает тему и главную мысль рассказа. Кто скажет? Скажи, Султан. Заголовок рассказа отражает главную мысль. Главная мысль. А в чем заключается главная мысль этого рассказа? Кто скажет? Мы думаем, главная мысль, на наш взгляд, заключается в одном. Если лев имеет чуткое сердце, то же людям тем более надо проявлять внимание к ближнему. Правильно. А кто скажет? Почему лев стал дружить с собачкой? Кто скажет? Скажи. Мы думаем, что собачка была забавной, и лев захотел с ней дружить. Молодцы. А теперь поработаем над выборочным чтением. Пожалуйста, найдите в тексте место и прочитайте, как знакомство льва и собачки переросло в дружбу. Подтвердите это словами из учебника. Фазил. С тех пор собачка жила в одной клетке со львом, лев не трогал ее, ел корм, спал с ней вместе, а иногда играл с ней. Хватит. Найдите в учебнике место, где говорится, как лев вел себя после смерти собачки. Кто будет читать? Сабина. Целый день он бился, метался по клетке и ревел. Потом лег подле мертвой собачки и затих. Хозяин хотел унести мертвую собачку, но лев никого не подпускал к ней. Ребята, а вы со мной согласны, что лев здесь очеловечен? Да! А вы знаете, как называется такой прием? Такой прием называется аллегория. Аллегория часто встречается в баснях и сказках. Это когда показывают в баснях и сказках животных, а имеет в виду людей. Сейчас, ребята, мы повторим новую тему, закрепим, то есть новую тему, поработаем с тестами. Перед вами находятся компьютеры. Теперь у вас там 8 вопросов. Отвечаем правильно на вопросы по теме лев и собачка. Теперь проверим. Первый вопрос у нас. Читай, Диана. Куда приходили смотреть зверей? Мы выбрали третий вариант. Зверинец. Все согласны? Да, молодцы. Второй, это кто прочитает? Насир. Как повела себя собачка, попав в клетку ко льву? Мы выбираем второй вариант. Легла на спину, подняла лапки и стала махать хвостиком. Все согласны, ребята? Да. Третий, Хапча. Как повел себя лев с собачкой? Мы выбрали первый вариант, заботился о ней. Заботился о ней. И следующий, четвертый. Как вел себя лев после смерти собачки? Мы выбрали второй вариант. Метался и ревел. Метался и ревел. Следующий, пятый, Галина. Как повел себя лев, когда хозяин пустил к нему другую собачку? Мы выбрали третий вариант, разорвал ее на куски. Все согласны, ребята? Да. Следующий, шестой вопрос.
Сабин, Что произошло со львом через 5 дней? Мы выбрали третий вариант. Тосковал и умер. да, правильно, молодцы. Следующий, 7-й вопрос. Кадыров. В каком городе происходили события? Мы выбрали первый вариант в Лондоне. В Лондоне. Правильно, ребята? Да. И последний у нас остался вопрос, 8-й вопрос. Василий, пожалуйста, читай. Найдите слова, в которых Лев Николаевич Толстой говорит про льва как о человече. Мы выбираем первый вопрос. Грыза, совы и пол. Нет. А разве это правильный вариант? А какой вариант у нас правильный? Второй. Метался и ревел. Все, молодцы. Ребята, сейчас мы поработаем в группах. Да? Для каждой группы я составила вот такие задания. Первая группа. Вы, пожалуйста, составьте такой диалог. Если бы лев и собачка умели разговаривать, какой диалог состоялся бы между ними? А для вас, вторая группа, такое задание. Вы должны составить синквейн по теме «Лев и собачка». А кто скажет, что такое синквейн? Кто вспомнит? Скажи, пожалуйста, Милана. Синквейн – это короткая стихотворная форма, состоит из 5 строк. Его нужно писать по особым правилам. Молодцы, вот вспомните эти правила и напишите синквейн. А для вас какое задание? Здесь у вас 3 пословицы. Пожалуйста, выберите пословицу, которая подходит к нашему тексту. А вы, пожалуйста, третья группа. Вот из этих частей составьте рисунок и посмотрим, какой у вас рисунок получится. Быстро помогите друг другу, быстро. Первая группа закончила свою работу. Остальные работают. Давайте 4-я группа, пожалуйста, ваше задание. У нас здесь 3 пословицы. Первое. Где дружба дорожат, там и враги дрожат. Второе. Храброму смерть не страшна. Третье. У доброго сердечка ласковые словечки. К нашему тексту подходит 3-я пословица. У доброго сердечка ласковые словечки. А кто скажет? А как вы понимаете смысл этой пословицы «у доброго сердечка ласковые словечки», Анюта? Это значит, что добрые и ласковые слова всегда поддерживают. Умница! Молодцы! Вы справились с заданием. Вы тоже закончили, 1-я группа? Составили диалог? Да. А кто у вас будет, собачка или лев? Саид, собачка Диана. Ну, давайте выше, давайте послушаем, может, интересно у них состоялся диалог, ребята. Какой ты огромный! Как я тебя боюсь! Не трогай меня! Не бойся меня, я огромный, но добрый. А ты меня не обидишь? Нет, конечно. А давай дружить? Конечно же, мы будем друзьями. Молодцы, ребята, хороший состоялся диалог? Да. Вот, настоящие друзья, вот молодцы. Все. У нас закончила 2-я группа тоже. А вы приклейте, пожалуйста, хорошо приклейте. Составили? Да. А как вы составили? По каким правилам? Скажи, Сабина. В первой строке мы написали одно существительное, тему синквейна собачка. А во второй? Во второй строке написали 2 прилагательных, которые говорят о признаках собачки. Маленькая, ласковая. А 3-я строчка В какая? третьей строке 3 глагола. Они показывают действие собачки. 4-я? В 4-й строке предложения и 4 слов. Это наше общее мнение. Молодцы. И в 5-й строчке что написали? В 5-й строчке? В 5-й строке одно существительное животное. И какой же у вас синквейн получился? Кто прочитает? Скажи, У Милана. нас получился такой синквейн. Собачка маленькая, ласковая, прижалась, вскочила. Верный и преданный друг, животное. Молодцы. Вот хороший синквейн. Про собачку написали.
Группа тоже закончили свою работу. Вот посмотрите, ребята, какой рисунок они составили. Красивый получился рисунок? Да. А как бы вы назвали этот рисунок? Что бы вы написали под этим рисунком? Скажи. Лев и собачка. Лев и собачка. Лучшие друзья. Лучшие друзья здесь. Самые лучшие друзья. Самые лучшие друзья. Настоящие друзья. Настоящие дружи. Молодцы, ребята. Вот у нас такой рисунок получился. А теперь, ребята, смотрим на экран. Скажите, пожалуйста, продолжите фразу. Уходя с урока, я хочу сказать. Что бы вы хотели сказать, уходя с этого урока? Скажи, Я Мусик. хочу сказать, что я узнал много интересного, и мне было очень интересно на уроке. Молодец. Еще кто дополнит, Фазил? Я принял активное участие в обсуждении темы. Молодцы. А еще? Скажи, Масума. что этот рассказ учит дружбе, преданности и чуткости даже у животных. Молодцы, ребят. А теперь подведем итог нашего урока. С каким рассказом мы сегодня познакомились? Кто скажет? С каким рассказом? Скажи, Фатаха. Мы познакомились с рассказом «Лев и собачка». Молодцы. Ребята, а что бы вы хотели сказать Льву Николаевичу за такой прекрасный рассказ? Думайте, пожалуйста, что бы вы хотели сказать за такой прекрасный рассказ? Кто скажет? Галина, скажи. Мы хотим сказать спасибо, Лев Николаевич, за добрые рассказы, за то, чтобы учите делать добро. Ребята, а у нас в классе есть такие дети, которые любят друзей наших меньших, готовы заботиться о них? Да. Есть такие дети? Да, конечно. Вот выставка ваших рисунков. Здесь вы показали свою любовь к животным. Значит, и у вас, ребята, доброе и большое сердце. Перед вами лежат сердечки. Пожалуйста, напишите на них самые хорошие качества доброго человека. Есть на свете мудрость золотая, и она понять не с каждым днем, что свечу однажды зажигая. Написали, дети? А теперь давайте повесим на наше волшебное дерево доброты. По одному, пожалуйста. Пожалуйста, по одному. Аккуратно. Внимание. Только добротой сердец. Давайте я вам помогу. Молодец, доброжелательность, улыбчивость, воспитанность, молодцы, смелость. Что у нас? Трудолюбие, доброта, скромность, молодцы, Терпение. терпение, щедрость. Положи. Приветливость. Молодцы, ребята. Вот какое у нас красивое дерево доброты получилось. Ребята, перед вами лежат смайлики. Пожалуйста, поднимите смайлики те ребята, кто сегодня доволен своей работой на уроке. Все довольны? Да. Ребята, разрешите в ответ и мне подарить вам всем такое сердечко. Вот вам сердечко от меня, которое сделает вас еще добрее и дружнее. Пожалуйста, вот вам сердечко доброе. Спасибо. Вот вам сердечко доброе. И вот вам доброе сердечко. Спасибо. А это сердечко вам, пожалуйста, возьмите. На этой оптимистичной ноте я хочу завершить сегодняшний наш урок. Домашнее задание вам – написать счастливую концовку к этому рассказу. На следующем уроке я обязательно проверю, что вы написали.
А за активное участие сегодня я всем вам ставлю отличные оценки. Урок окончен. Спасибо всем за работу.